Сочи завершился международный форум по инвестициям в энергетику. Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 стал главной темой, интересующей инвесторов из более чем 100 стран. Проект века, реализуемый на территории Кыргызстана, обсуждался на пленарных и панельных сессиях. Был представлен генеральный план ГЭС с информацией о месторасположении, инвестиционных показателях и приоритетах. В заключении был создан координационный донорский комитет по строительству Камбаратинской ГЭС-1 и подписан ряд документов. For financing of 500 kilowatt Kimin Belt Chain Interconnection Project. The signatories are... Также в Вене было подписано межведомственное соглашение между Министерствами энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве по проекту Камбаратинской ГЭС-1. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров отметил, что есть прогресс по строительству данной гидроэлектростанции и выразил уверенность в успешной реализации проекта. Успешная реализация проекта позволит производить и продавать электроэнергию на внутреннем и внешнем рынках. Для улучшения условий основного строительства Камбаратинской ГЭС-1 подготовительные работы были разделены на два этапа общей стоимостью 44,1 миллиард сом или около 500 миллионов долларов США. Уважаемые гости, на дальнейшее строительство Камбаратинской ГЭС-1 Кабинет министров выделяет с государственного бюджета дополнительно 500 миллионов долларов США на период 2024-2030 годы включительно. Мы просим Всемирный банк, как лидирующего координатора работ, направлять и координировать подготовку и финансирование строительства Камбаратинской ГЭС-1, выражая особую благодарность Всемирному банку за конструктивное сотрудничество. В состав Координационного донорского комитета вошли Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции. По предварительным оценкам, на строительство гидроэлектростанции потребуется около 4 миллиардов долларов США. Поэтому без международной поддержки не обойтись, отметил экономист Толинбек Абдыров. Мы видим, что каждый год у нас идет рост экономики не меньше 6-7%, и это будет продолжено. Значит, нам нужно будет вводить еще дополнительные производственные мощности. Для этого нужна будет электроэнергия, и это нам очень сегодня необходимо. Проект предполагает строительство гидроэлектростанции мощностью 1860 мегаватт. ГЭС будет ежегодно производить в среднем 5 миллиардов 6 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Мы будем аккумулировать там воду, порядка 5,4 миллиардов кубических метров. И в этом плане, как комплекс производства электрической энергии, аккумулирования водного запаса является действительно мегапроектом. У проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 широкие экономические, экологические и социальные выгоды и перспективы, как для нашей страны, так и для Центральноазиатского региона. Проект обеспечит Кыргызстан и Центральную Азию чистой энергией с наименьшими затратами, что влечет за собой снижение расходов на энергетический переход в регионе. Если мы завершим строительство Камбаратинской ГЭС-1, то в стране не будет дефицита электроэнергии, уменьшится нагрузка на Токтагульскую ГЭС, а экспортировать воду в Узбекистан и Казахстан будет намного легче. Со строительством Камбаратинской ГЭС-1 Кыргызстан сделает шаг к энергетической независимости. Кроме того, электроэнергия может быть экспортирована в Афганистан и Пакистан в рамках проекта «Касса-1000». Отметим, по итогам Международного инвестиционного энергетического форума, помимо межведомственного соглашения о сотрудничестве по проекту Камбаратинской ГЭС-1, были подписаны ряд документов. Это меморандум о взаимопонимании по поддержке и укреплению электросети Кыргызской Республики для финансирования проекта «Линия электропередачи 500 киловатт Кемин-Балыкчи». Соглашение между Кыргызстаном и Международной финансовой корпорацией по второй фазе проекта по развитию солнечной энергетики, соглашение о финансировании проекта модернизация подстанции Долинка и реконструкция подстанции Речная, меморандум о взаимосотрудничестве в реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики между Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и Китайской международной инженерной компанией консалтинговой группой по энергетике.
Рахат Батырбекова, Меримбек Джусупекулы, ЛТР Бишкек.